Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он по итогам вашего визита тогда и вашей встречи выпустил целый перечень поручений всем министерствам и ведомствам. Ну, вот, в принципе, выполнением этих поручений как раз стали подписанные решения по продлению сроков для водителей, автолюбителей Абхазии, позволяющие еще год по России ездить с правами Абхазии, возможность в упрощенной процедуре прямо здесь, никуда не выезжая, получить дополнение еще и новые российские права. Это вот тоже решение по пенсионерам, гражданам Абхазии, это все-таки 23 тысячи человек, и тоже президент продлил возможность получать по старой схеме. Ну и спасибо, что оперативно откликнулся и Центральный банк Абхазии, и Сберегательный банк Абхазии. Они вместе с Промсвязьбанком сейчас выстроят возможность, когда пожилым людям не надо ехать куда-то далеко в Краснодарский край, они прямо здесь, дома, могут оформить все необходимое для того, чтобы гарантированно получать пенсию. Также в перечне поручений президента России безусловное выполнение всех договоренностей, которые у вас в ходе встречи с ним были. Это и безусловный запуск аэропорта, и уже, в общем, полетов сама тут главное уже не запуск аэропорта, а запуск рейсовых полетов и железнодорожное сообщение. И, в общем, мы сегодня с вами говорили с утра по расширению морского сообщения. Мы явно ожидаем большой прирост туристического потока. Как мы с вами договаривались, я в Москве на прошлой неделе встречался со всеми туристическими компаниями, которые организовывают приезд российских туристов в Абхазию. Они тоже ждут существенного роста в этом году. Это и доходы бюджета, и выручка для бизнеса, рабочие места, налоги. Это, конечно, очень важные возможности. Ну и все, что связано с инфраструктурой, как вы с Владимиром Владимировичем говорили, по энергетике, есть соответствующее поручение о том, чтобы вместе посмотреть на программу развития электроэнергетики, потому что по вашему обращению президент России в этом году несколько раз добавлял гуманитарную поставку электроэнергии и в связи с низким уровнем воды весной на Ингуре. Но, конечно, сейчас очень важно уже прямо сейчас начинать заниматься подготовкой к следующему, чтобы нам в следующую зиму не попадать в такую же ситуацию. Это требует подготовки уже прямо сейчас. Конечно, у нас продолжается работа по подготовке к 80-летию общей Великой Победы, поэтому денежные средства, выделенные президентом, мы с вашей помощью видим, что идет работа и по школам, и по всем селам Абхазии.